Несколько месяцев назад Сыктывкар официально стал столицей Коми. Соответствующим статусом его наделил региональный закон. Это должно было дать новый импульс развитию города и его инфраструктуры. Между тем, многие жители изменений пока не заметили. Ксения Лосева продолжит. С момента присвоения Сыктывкару официального статуса столицы прошло почти 3 месяца. Изначально предполагалось, что региональный закон позволит привлекать дополнительные средства, а также поможет оперативно решать задачи, стоящие перед Сыктывкаром. На сегодняшний день город – это административный, финансовый, исторический, культурный, образовательный и научный центр Коми, а значит и выглядеть должен соответствующе. В этом мнении сходятся все, без исключения его жители. Для меня ничего особо не поменялось, но поменять, конечно, можно было бы, да, построить нормальные дороги, нормально обустроить дворы. И у нас очень не хватает детских площадок, качелей, парковок, вообще нет, просто друг на друге. Кировский парк, набережная, немножечко подустала за эти годы, надо обновить. Мне кажется, менять надо очень многое. Хоть примитивно с набережной, со спортивных объектов. Совершенствованием и ремонту старых домов, особенно в центре. В центральных районах что-то можно было поменять. А что именно? Ну, вот взять, например, центральные улицы, Октябрьский проспект, эти деревянные дома, напоминает все о старых временах советских. О том, что Сыктывкару необходимо придать столичный облик, наверняка помнят в мэрии города. Еще в конце прошлого года администрация представила на суд общественности концепцию проекта «Сыктывкар. Столица леса». В основу плана легла идея о рациональном использовании природных ресурсов для наращивания экономического потенциала города, которая будет сочетаться с бережным отношением к лесу. Предполагалось преобразить город в едином стиле, обустроить дворы, велодорожки, парковки. Руководство города предложило делать упор на такое перспективное направление, как деревянное домостроение. Причем не индивидуальное, а многоквартирное. Это направление, которое уже завоевало свою популярность в скандинавских странах. Скандинавский дизайн, а значит и умение воплощать его в городские объекты, в новом столичном Сыктывкаре пока не прижились. Редким исключением стала обновленная площадка под часами. В остальном город на Сысоле продолжает отвечать доскандинавским представлениям чиновников мэрии. 9 мая так и встретили среди развалин, будто в 1945-м живем. Печально все это. Месяц назад в администрацию написал по поводу этих ветхих домов и мусора после демонтажа. 7-го в стройинспекцию через ГИС ЖКХ. В итоге якобы огородили со стороны Карла Маркса и все. Состояние двора на улице Карла Маркса возле дома 224. Чего ждем? Готовим лодки? Почему дом в центре Сыктывкара нельзя отреставрировать? Детская площадка в ужасном состоянии находится рядом с 27-й школой. Сколько уже лет этому нескончаемому безобразию? И когда наши дети смогут выйти во двор и нормально поиграть на детской площадке? Ох и ах! Исчезающий из-под ног асфальт, шаткие лестницы и мусор можно встретить в самом центре столицы. Еще плачевнее ситуация на окраинах города. Говорить о культурном коде или ландшафтном дизайне сегодня уж точно преждевременно. Отчаявшись и устав ждать, многие сыктывкарцы берут дело в свои руки. Выходят на субботники, поодиночке, целыми семьями и даже домами. Ксения Лосева, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.